Меня зовут Бахтина Карина, и я работаю руководителем группы узнаваемости бренда в департаменте Digital в компании InDriver. Расскажи о том, как ты начала свой путь в компании. Так, это был 2015 год, сразу после университета. Отучилась я на инженера-строителя вообще, и пришла я на должность офис-менеджера. А мама меня не отговаривала, даже поддержала, хотя на самом деле ей хотелось бы, чтобы я, конечно, пошла бы по специальности. Но я была наслышана о том, что существует такая компания CNET, и что здесь очень позитивные люди работают, что здесь очень современные люди и вообще, как это модно говорить, open-minded people. И было интересно, каково вообще в такой атмосфере. Решила попробую. Все равно в строительной сфере на меня смотрели так, что ну, куда ты идешь? Ты же девочка, ну куда ж ты? Ну что ж такое? И поэтому я сначала думала, что ну, поднаберусь опыта и дальше уже по специальности. Но, как показал опыт, все временные вещи самые постоянные. Я здесь уже 6-й год, получается. Отработала я офис-менеджером где-то на протяжении года. Офис-менеджер — это тот, кто следит за всей жизнью вообще компании, помогает всем вообще в компании. Я знала вообще всех и каждого по имени и знала, кому что нужно. Допустим, у Маши кончились карандаши, ей нужно пойти карандаши. Так, а для Славы он просил у меня чай, надо пойти ему взять чай. Так, и все это собирала, и далее уже все хотелки всех сотрудников выполняла, чтобы жизнь в офисе была максимально комфортной. Это как раз главная задача офис-менеджера — создавать уют, создавать атмосферу и все делать удобным, все делать проще для каждого. Потом меня позвали в маркетологи. Я подумала, ну почему нет? Потому что все равно всему всегда надо будет учиться. Пойду попробую. Я была офлайн-маркетологом, занималась закупом офлайн-рекламы, телеки, радио, билборды всяческие, флаеры, листовки в городах России, маленьких городах. И мы запускали города, рекламу закупали. Ну, в общем, занимались нашей экспансией потихонечку. Но так как это больше все-таки такая без цифр работа, я начинала становиться немножко скучно. Я думала так, что же дальше делать? У нас в команде были диджитал-маркетологи. А вот диджитал-маркетологи, они уже работают с данными, с аналитикой, с цифрами. А диджитальщики занимаются тем, что они запускают рекламу уже в интернете. Вот вы листаете свой инстаграмчик и видите рекламу. Вот как раз вот эти люди и запускают. И задача диджитальщика — приносить установки приложения. И как можно больше, как можно меньше цене и в больших объемах. И меня позвали попробовать. Я была рада, потому что это как раз это прям то, что вот мне нравится. Неспроста я все-таки инженер-строитель, там были циферки, и тут циферки. Можно покопаться в данных. И вот уже на протяжении, получается, практически 4 лет я в диджитал-департаменте. В прошлом году нас стало так много, что решили, что нам надо не только установками заниматься, но и развивать наши другие направления в диджитале, потому что диджитал, он очень объемный, и он в себя включает множество направлений. Объясню. Ваш телефон про вас знает вообще все. Ваше поведение, во сколько вы встаете, вообще, какие ваши интересы, сколько вам лет, какой там семейный статус. И исходя из этого он формирует о каждом человеке свой портрет. И поведенческую модель. И есть такие люди, которые склонны устанавливать приложения или что-либо вообще делать по рекламе. И таких множество. Допустим, мне такая реклама не показывается, потому что я не устанавливаю приложение по рекламе вообще принципиально. А есть те, кому это окей. И как раз-таки, когда мы ставим рекламу на установки, система нам находит тех людей, вот, допустим, весь пласт аудитории в определенном городе, вот эта часть — это те, кто могут установить. И когда мы ставим рекламу на установки, весь алгоритм системы, он ориентируется на этих людей. И здесь он выискивает тех, кто, скорее всего, установит,
кому будет интересно. А вот эта вся остальная аудитория, получается, не охваченная. И из-за этого мы поделились на направления. Вот у нас есть отдел, который привлекает пассажиров, отдел, который привлекает водителей, отдел мой, медийка, то есть группа узнаваемости бренда. У меня очень широкий охват. Алгоритм здесь простой, он просто показывает всем, как телевизор. И вот сейчас занимаюсь как раз-таки развитием этого направления. Какова миссия компании InDriver? Мы развиваем в первую очередь себя и через новые технологии развиваем мир. Наш лозунг, и мы так себя называем, мы развиваторы. То есть, да, это верно, потому что когда ты сам себя раскачиваешь в чем-то, хочется сразу же что-то делать, куда-то свою появившуюся новую энергию направить. И когда ты чувствуешь себя лучше, чем вчера, это круто, ты хочешь поделиться этим со всеми. И чтобы вокруг тебя тоже люди ощутили этот вайб, что ты стал лучше. Поэтому мы стараемся развивать мир вокруг себя и тем самым облегчать еще жизнь нашим пользователям. Как стать частью вашей команды? На самом деле, я каждый раз, когда думаю об этом, как это все произошло на моем примере, все случилось как-то очень закономерно. Я же пришла на офис-менеджера, и, получается, смотрели на мои навыки, которые были просто на протяжении всей моей жизни. Я работала в реалити-квесте «Выход» когда-то. Когда-то я была детским аниматором. В школе я постоянно участвовала в всяческих сценках. То есть я всегда чем-то была занята, оказывается. Я думала, что я просто как бы хобби мое, просто что-то бегаю, что-то делаю, а оказывается, это все мне помогло в итоге прийти на работу, потому что потом мне когда объяснили, почему меня выбрали, потому что я соответствовала настроению компании. Потому что в итоге, когда вот вся вот работа уже началась, я делала не только рутинную нашу какую-то работу, какие-то задачи выполняла, я занималась организацией нашей жизни. Даже уже когда офис-менеджером не была, меня постоянно приглашают там, поучаствовать в организации там, наших каких-либо мероприятий, тот же Snowfest, Summerfest, побыть ведущей для каких-то наших мероприятий, для каких-то наших внутренних видео. То есть я думаю, что все-таки ключевое, чтобы стать частью команды, надо быть открытым к новому, готовым быть к новому и быть очень активным. А если говорить о собеседовании и о том, как составить резюме? Надо быть честным в своем резюме, не привирать про себя, писать как есть. И при этом все-таки нужно выразить интерес. И еще есть такой совет, когда вы подаете резюме, необходимо написать: «Здравствуйте, меня зовут такой-то, такой-то, я бы хотел попробоваться на такую-то позицию. Мне интересно у вас поработать». Реально вот выражать свое желание, свои интересы, не просто сухо отправлять резюме на почту, как бы безлико так. Это особо никому не нравится, потому что, ну, как-то, как будто бы человек спамом занимался. Просто тупо рассылкой. Без души. То есть, если выстраивать алгоритм, то почитать книжечки, согласно этим книжечкам уже составить свое резюме и быть доброжелательным, когда отправляешь уже само резюме. А на собеседовании не могу сказать, что не волнуйтесь, потому что даже сейчас вот мы общаемся, казалось бы, ничего такого не происходит, но я все равно волнуюсь. Потому что если вот совсем не будете волноваться, это ненормально, это вообще как-то... С тобой вообще все окей? Это бездельный совет, я считаю. Просто будьте сами собой, будьте честны и выражайте свой интерес. Это вот прям самое вот важное, я считаю, что если вы реально хотите, если вам реально прям вот хочу и все, хочу вот я считаю, что я внесу что-то новое в вашу команду или там в свой вклад хочу внести. Это надо прям об этом сказать, что я считаю, что я смогу быть хорошей частью вашей команды. Я считаю, что это поможет при устройстве на работу. Ну, еще, конечно, ваши скиллы нужны, но помните, что скиллы все можно все равно наработать в течение работы, потому что многое приходит просто с опытом. А собеседование, оно из каких этапов состоит?
Их несколько или... Ну, у меня было 2 этапа. Первое, звонят HR по Google Meet и проверяют ваши скиллы, насколько вы вообще коммуникативны. Ну, просто щупают вас, так сказать. Кто вы такие? А потом уже при прохождении первого этапа уже будет собеседование конкретно с вашим руководителем в будущем. Вы с ним будете уже говорить на более конкретные вещи по поводу ваших скиллов, по поводу того, что вы будете делать. А третий этап, возможно, если у кого-то есть, возможно, на программиста, возможно, на тестировщика, какое-то задание профессиональное, там, какие-то задачки, там, на логику, может быть. Ну и все, а далее уже welcome. И мы переходим к стажировке. Стажировка. Да. Ну, стажировка... У нас объявляется период, когда мы набираем на стажировку студентов или вообще желающих, кто хочет пройти стажировку. Что для этого нужно? Ну, подать заявку, когда у нас идет набор. Вообще, на самом деле, можно и написать на почту, сказать, что я бы хотел пройти стажировку, запишите меня, пожалуйста, в список желающих. Потому что у нас этот список копится и далее уже обзванивается. А не хотите ли вы прийти к нам? Потому что мы вот как раз вот набираем стажеров. Это будет большим плюсом, если хотите попасть к нам. И вообще это, ну, отличный опыт. Можете примерить на себя роль айтишника вообще. Ваше, не ваше понять. Я вот вообще знаю, что очень много тех, кто стажировались, сейчас вот успешно работают. У нас помимо стажировок бывают дни открытых дверей, где мы тоже позволяем ребятам узнать вообще, чем мы живем, чем мы дышим, задать вопросы напрямую сотрудникам. Ну и если вы посещаете такие мероприятия, это тоже будет плюсом. Потому что мы все равно всех помним. Вот вы приходили, ну значит вам интересно, значит вы реально хотите попасть, ну, welcome, вперед. Ирина, что ты можешь рассказать про тимбилдинг и отношения внутри коллектива? Ой, моя вообще любимая тема на самом деле. Это так важно, чтобы отношения с людьми на работе были искренними, как вот с друзьями. Вот я миллион раз благодарю вообще судьбу за то, что у меня такие отличные коллеги. Допустим, если брать вообще компанию в целом, у нас проходит множество всяческих соревнований, допустим, по пинг-понгу. Вот часто зарубались в медиаруме, но сейчас удаленка, это уже немножко отошло на второй план, и сейчас мы перебрались в онлайн, то есть были чемпионаты по Overwatch, вроде бы по Counter-Strike. У нас каждую последнюю пятницу месяца проходят просто праздники, просто так, называется Fun Day. Мы все собираемся вместе, просто тусуемся, кушаем пиццу, слушаем музыку, просто тусим и поздравляем всех наших сотрудников, у которых вот в течение этого месяца был день рождения. Проводятся всевозможные вечеринки тематические. Также еще проводятся дни знаний. Выбирается тема нашим. У нас есть департамент People and Culture. И они занимаются тем, что подбирают спикеров на какие-нибудь темы вообще просто о жизни, любые. Вот они подбирают спикеров и просто рассказывают о чем-нибудь. Кому интересно, послушать. У нас есть профессиональное обучение, то есть если хочется какой-то свой скилл повысить, то ты можешь какой-то курс для себя выбрать и защитить его, и получить финансирование. То есть, как бы этот курс оплачивается, ты его проходишь. Изучение английского. У нас есть свои корпоративные учителя по английскому языку, и в течение 2 часов в неделю, или 3, ну, в общем, в течение какого-то времени в неделю мы учимся английскому. У нас проходит Snowfest и Summerfest. Snowfest обычно в марте, но сейчас он опять отменяется, потому что еще пока нельзя тусоваться из-за ковида. Мы обычно уезжаем в Техтюр, катаемся на бордах, на тюбингах, на санках, просто хорошо проводим время, и мы посвящаем новичков в синетовцы. Во время Саммерфеста мы обычно выезжаем на остров, куда-нибудь, ну, к реке, потому что все-таки лето. И тоже всяческие конкурсы там проходят, песни, пляски. Обычно группу приглашаем какую-нибудь. Ну, тоже, опять-таки,
множество еды и просто совместная большая тусовка, чтобы все друг с другом познакомились, пообщались, просто отлично провели время. Ну и на Саммерфесте тоже посвящаем новичков, а обычно их кидают в реку. Какие программы сотрудничества со школами, институтами у вас существуют? Раньше, до пандемии, у нас школьники приходили прямо к нам в офис, мы проводили экскурсию, рассказывали то, чем компания живет, где-то на часик. Водили всех школьников по нашему офису, проводили экскурсию, и далее в конце у них была беседа мотивирующая с кем-нибудь из компании, с каким-нибудь сотрудником. А сейчас у нас есть такой проект, как «Беги найти» называется. В проекте участвуют 115 домов, приютов и отдаленных сельских школ из России, Бразилии, Мексики, Колумбии, Эквадора, Южной Африки, Танзании, Нигерии, Перу и Индонезии. И Индии. Представляете? То есть что происходит? Мы находим деток и предоставляем им возможность учиться IT. Вот помню, когда еще до пандемии мы могли ездить самостоятельно по домам детским, мы закупили наборы Лего, которые программируемые, и подарили их просто детям. То есть они собирают там что-то, а далее пишут программу, и это как робот оживает. Здорово. Вообще крутая штука. Помню, еще покупали компьютеры. Просто чтобы была возможность начать учиться программированию. А еще сейчас новый проект пилотный, называется Star Team. Мы нашли 10 ребят способных и готовим сейчас их к поступлению в такие вузы, как Оксфорд, Гарвард, Сорбонна. Мы занимаемся тем, что качаем их личностный рост, качаем их какие-то навыки профессиональные, качаем их английский язык, помогаем всячески и направляем, чтобы достичь эту амбициозную цель, чтобы ребята поступили. И спонсорство на их обучение, оно идет с фонда нашего CEO InDriver Арсена Григорьевича Томского. Вот. Мы надеемся, что ребята смогут. После того, как проект будет реализован, если это будет успешно, тогда мы будем это практиковать на большие масштабы, не только в Якутии, вообще по стране. И думаю, что опять-таки мы доберемся до других стран. Какой совет ты можешь дать нашим читателям, которые хотят себя попробовать в сфере IT? Как можно больше изучать всего, потому что IT в себя включает не только программистов, но и вот как я, диджитальщик. Я не прогер, я не только маркетолог, я тот, кто постоянно копается в данных, в аналитике. То есть для того, чтобы хорошо себя чувствовать на рабочем месте, необходимо хорошо разбираться в таблицах. Это могут быть Google таблицы, там, OpenOffice, Libra, все такое. Надо уметь работать с данными. Надо пройти какие-то курсы по Excel-таблицам. Это будет вообще супер полезно. Такие сотрудники всегда ценятся, потому что если вы умеете формулу ВПР, то вас вообще будут, может быть, где-то на руках носить, а где-то вам просто респектанут, потому что это супер полезная формула. И вообще в целом все формулы очень будут вам полезны. Это наверное, основа для всего. Далее, сейчас информации очень много, и найти что-то для себя возможно. Просто тот, кто ищет, тот всегда найдет. Существуют такие хорошие порталы, как Нетология, Skillbox. А если конкретно в диджитал внедряться, то тогда есть хорошие курсы от самих площадок рекламных, то есть от Facebook, от Google, у ТикТока пока нет, у Снапчата тоже пока нет, но ТикТок, Снапчат работают примерно по такому же принципу, как и Facebook и Google, и у них есть своя база знаний, можно получить сертификацию, и это будет большим плюсом, когда вы будете поступать на работу. Они много времени не требуют, смотря какой курс, конечно, это я сейчас соврала немножко, но в целом это все выполнимо. И они бесплатны, тем более вот эти курсы от Facebook и Google, они бесплатны. Когда Нетология и всяческие скиллбоксы, они платные. Кстати, я не упомянула наш центр развития Smart. Там приходит множество лекторов, которые как раз-таки работают уже в IT-сфере и бесплатно рассказывают
про свою профессию, про какие-то нюансы в профессии, про какие-то детали. Все это проходит сейчас в онлайн-режиме. Можно записаться на курс, просто себе напоминалочку поставить, что вот будет, потому что сейчас это все в Google Meet происходит вроде бы, и запись происходит вот таким образом, что себе делаешь запись и потом присоединяешься. И бывает, раскрывают очень интересные темы. И конкретно для тех, кто нацелен на то, чтобы пойти дальше, развиваться в IT, это будет прям кладезь знаний. Чтобы ворваться в IT, надо просто этого захотеть. Надо захотеть с этим, связать свою жизнь и поглощать знания. Поглощать. Дорогие зрители, я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен, что вы вдохновились, воодушевились, и вам стало более понятно, чем живет вообще IT-компания. И успехов вам! Подписывайтесь на канал Смарт Библиотека 203 и всего вам хорошего! Вперед!